Здравствуйте. Думаю, для многих сегодня, ну и дальше через неделю с остановкой, футбольное время начнет приходить в соответствие со временем по Гринвичу. Да, я думаю, вы узнаете выдающихся футболистов прошлого, ну и одного из моих любимцев, Джанфранко Дзоло. Все это в преддверии торжественного открытия матча за Суперкубок Англии, Community Shield. Челси против Арсенала, поединок с которого стартует официальный английский сезон. Ну, я имею в виду премьер-лигу, потому что Чемпионшип начал уже накануне свои матчи. Однако теперь все внимание на газон стадиона Уэмбли, но еще не только в футбольном смысле. Все это прекрасно, торжественно, безусловно, посещаемо болельщиками. Ну и вот этот радостный вид переполненных трибун главного британского стадиона наводит нас на очень утешительную мысль, что всех нас с вами ожидает сумасшедший сезон. Челси и Арсенал сойдутся в этом поединке. Матч с прекрасной вывеской. Напомню, что Челси в качестве чемпиона, Арсенал в качестве обладателя кубка. Ну и смотрите на составы команд. Мы позже на них остановимся серьезно. Я вот лично, меня зовут Юрий Розанов, мучился вопросом сначала. Все-таки в 3 центральных сыграет Арсен Венгер. Тогда вариант 1. Окслейд Чемберлен должен играть слева. Или 4-4-2, или 4-5-1. Понятно было, что не будет сегодня Алексиса Санчеса. Об этом тоже чуть позже, если есть необходимость. Вот так выглядит расстановка. Окс играет слева. Естественно, Эль-Нени и Джака в опорной зоне. Эктор Беллерин справа. Ну и Начо Монреаль не первый матч уже проводит в опорной зоне. Так что 3 центральных защитника. Напомню, именно эта схема помогла очень здорово Арсеналу в концовке собрать игру воедино и перестать пропускать. Очень ждал я лично, что сможет появиться сегодня Бакайоко у Челси, потому что это покупка полузащитника Монако как-то намекнула, что Нголо Канте и Бакайоко это будет вообще непроходимое нечто. Но играть он не может сегодня, и потому Сеск Фабрегас сыграет вместе с Нголо Канте в опорной зоне, или, будем говорить так, в центре полузащиты. Многие ждали Марату сегодня в основном составе. Нет, Батшуи играет впереди. Ну, разговоры о том, что Диего Коста Челси покидает, они еще, как говорится, печатью не скреплены. Но, во всяком случае, так, чтобы вот каждый раз на него рассчитывать должен Антонио Конте как-то закладываться на вариант, при котором ему придется играть без своего лучшего по прошлому году нападающего. Роберт Медли уже готов к тому, чтобы, так сказать, свистнуть свисток, но мы видим все сопутствующее торжественному открытию этого матча. Малость волнуюсь, конечно, потому что сезон ожидал не только я, думаю, большинство из вас, уважаемые телезрители. Today, Wembley, we pay tribute to those who lost their lives in the Grenfell Tower tragedy in June this year. Our thoughts are with all those affected, their families, and the whole community. As a mark of respect and remembrance, wreaths will now be laid by the FA Chairman, the London Fire Brigade, and 2 former Grenfell Tower residents.
Минута молчания, но я не стал перебивать информатора, да, это жертва июньской трагедии. То мелькнули перед началом матча замечательные футболисты, Джанфранко Дзоло, упомянутый мной, Боб Уилсон. И я начал говорить про арбитра. Роберт Медли сегодня в качестве главного судьи на этом матче. О составах команд давайте подробнее все-таки, да, остановимся. Челси, Петр Чех в воротах Челси играл, сегодня он играет за Арсенал, а нынче ворота Челси, ну, не первый год за Арсенал, конечно. Челси, Тибо Куртуа, конечно же, в воротах. И в запасе Вилли Кабальеро сегодня. 3 центральных защитника. Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Гарри Кэхилл. Ничего. Но Маркос Алонсо и Виктор Мозес по краям. В центре поля Сеск Фабрегас, Нголо Канте. Впереди Батшоуи, 23-й. И в качестве инсайдов Вильям, 22-й. И Педро Родригес, 11-й номер. Челси, как мне кажется, выставляет состав более, что ли, оптимальный. Если вот за 100% брать, то, наверное, у Арсенала 100% нет. Потому что, ну, без Алексиса и Азила какие тут 100%. Полный состав такой. Петр Чех в воротах 33-й. 3 центральных защитника. Начо Монреаль 18-й. Пьер Мертезакер 4-й. И Роб Холдинг 16-й номер. Справа Эктор Беллерин 24-й. Слева Алекс Окслейд-Чемберлен 15-й номер. В опорной зоне Гранит Джака 29-й. Мохаммед Эль-Нини 35-й. Впереди Александр Ляказет 9-й номер. Ну и в роли инсайдов Алекс Айоби 17-й. И Дэнни Уэлбек номер 23-й. Челси тут же переходит на половину поля соперников. Кстати, не так давно, правда не в Англии, а в Китае играли эти команды между собой. Товарищеские матчи. Там Челси выиграл достаточно легко и убедительно со счетом 3-0. Аспиликуэта с мячом. Хороша погода в Лондоне. Мы видим прекрасно. Аж солнышко. И вот он, Нголо Канте. Один из лучших игроков, а может быть и лучший игрок 2 последних сезонов английской премьер-лиги. Арсенал не спешит идти вперед, по крайней мере не спешит бежать, отнимать у соперника мяч на первой минуте. Вот только теперь Окслейд-Чемберлен, слабая передача. Давид Луис уже там, но Уэлбек вступает в борьбу, забирает мяч. Чуть не сказал лондонцы. Нет, Арсенал. Лондонцы и те, и другие. Алекс Айоби. Как короткая перепасовка. Уэлбек нужно играть направо, но поточнее, конечно, потому что за этим мячом Эктор Беллерин вынужден был оттягиваться чуть назад. И сейчас жизнь его заставит играть еще дальше. Хороший диагональный перевод. Начо Монреаль, играющий центрального защитника, но прекрасно помнящий, как это подключаться по левому флангу. И заброс кому-то по блату на трибуну от Алекса Окслейд-Чемберлена. Ну что ж, команды обменялись атаками. И пока она у Арсенала вышла посимпатичнее, но вряд ли это о чем-то серьезном может на первых порах говорить. Довольно веселые большинство матчей предсезонные. Кстати, в 2 европейских странах уже, ну и у нас, кстати, да, я сказал, в 2 европейских странах очень результативными выдались эти поединки в топовых. Во Франции Пари Сен-Жермен выиграл у Монако матч за Суперкубок 2-1. А вот давеча Боруссия и Бавария бились, дрались, пока не сравнялись. И только по пенальти баварцы этот матч выиграли. У нас, вспомните игру между Спартаком и Локомотивом, да, в основное время без голов. Но разве это было не интересно? Иными словами, меня лично очень радует тот факт, что игры за Суперкубок теперь действительно считаются весьма и весьма значимым событием. Это действительно игра за Суперкубок, а не в КАТ-сезон. И, в общем-то, в большинстве случаев, конечно, стремятся тренеры выставить основной состав. Ну, Англия, Супер это кубок или просто кубок, страна особенная, поэтому всякого рода ротация, она возможна. Трансферное окно не закрыто, ну, а есть отдельные случаи. Я про Диего Косту сказал. Алексис Санчес несколько дней всего, как вернулся в Лондон, играл на Кубке Конфедерации. Это, к примеру, я беру фигуру. К тому же еще и переболел. С Венгером встретился. Газеты полнятся разговорами о том, что в Англии никуда его Венгер продавать не хочет.
Вот, с намеком на то, что будет ли Алексис играть под него, или Соловью, мол, не поют в клетке. Ну, посмотрим, как это будет. По крайней мере, пока Арсенал не чувствует себя слабее, идет вперед. Дани Уэлбек с мячом. Передача назад. Мохаммед Эль-Нени. Тут-то Челси уже, конечно, сопернику увольницы давать не должен, по идее. Но как-то глубоко синие спрятались. Прострел и забирает Тибо Куртуа мяч в руки уверенно. Дальше. А дальше Арсенал начинает обороняться довольно высоко. Обратите внимание, 6 полевых были на половине поля Челси, когда мяч у Давида Луиса. А Давид Луис, вспоминаем, если есть в этом необходимость, это мастер таких длинных передач, что будь здоров. Сеск Фабрегас обратно на Давида Луиса. И вот он заброс. Причем Батшауи чуть-чуть назад оттянулся, сковал двух защитников, и туда Вильян выскакивал. Но передача не прошла. Эль-Нени. Это очень было рискованно. N'Golo Канте тут как тут. И даже невзирая на то, что пас от партнера был не самый лучший, забирает он мяч. Включает Алонсо слева. Тут же открывается подответный. Отбит мяч. Переходит Челси к позиционной атаке. Очень много разговоров по поводу того, что вот та модель игры, даже философия игры, не просто там схема с тремя центральными защитниками, а то, что Челси предложил в прошлом сезоне, уже наверняка изучено. И, может быть, в этом году, как говорится, большинство из команд приобрели антидот от всего этого дела. Посмотрим, так ли это будет. Пока Алекс Окслейд-Чемберлен. Пока другой Алекс. Айвоби уходит в штрафную. Там нет никого из игроков Арсенала. Поэтому пауза. Поэтому тянул 17-й номер. Не знаю, добился ли он углового. Но вот был бы Алексис Санчес, наверняка туда бы выскочил. Давайте посмотрим, почему. Болтанул двоих, которые ошиблись позиционно здесь, конечно. И подстраховки не было. N'Golo Канте не успел. А где были остальные центральные? Где был Аспиликуэта? И никого нет в штрафной. Но этот пас уже был через паузу, когда добежал один из игроков, но большого прибытку Арсеналу от этого не было. Но интересно, и вот самая загадочная фигура. То есть мы про него знаем. Александр Ляказет, лучший бомбардир французского Лиона. Роста не самого большого, проворный, прыткий, ртутный, умеющий забивать. Правда, говорят, что забивать во Франции командам средней руки — это один разговор, да еще половину с пенальти. А вот как пойдет в Англии, вопрос другой. И здесь прогнозы как бы идут в разные стороны. Одни говорят, что Арсен Венгер, французский вектор, он умеет работать, так сказать, открывается здорово Ляказет, и в этом его хорошее качество. Но другие говорят, что маленький он. Просто вобьют там в землю, так сказать, да, и дышать не дадут. Посмотрим, как это выйдет. Во всяком случае, чемпионат, который приехал Ляказет, это чемпионат другой. А пока Уэлбек имел время, пространство, но очень высокий мяч. Дотянуться получилось, а скинуть уже не выходило. А удар, как вы сами понимаете, как тянешься назад, ты акцентированный не нанесешь. Ну так Арсенал вроде помоложе, что ли, выглядит, а? Порезвее. Собственно, с ним это бывает часто. Опять Уэлбек. Кто-то ушел в штрафную, да. Поперек не сыграешь. Но вот только сейчас Гранит Джака. N'Golo Канте пригрозил ногу оторвать. Джака, как бы эту ногу отдернув, сделал передачу. Мохаммед Эль-Нени. Да, еще и Коклен травмировался у Арсенала незадолго перед поединком. Ну, Коклен с одной стороны, Бакайоко с другой. Азара нет у Челси. Это тоже не новость никакая, это не история с Алексисом. То, что Азар пропускает начало сезона, тоже было понятно. А пока Начо Монреаль пасует мяч в штрафную.
Попытаюсь объяснить, что я говорил, вот как бы по отсутствию главных действующих лиц и исполнителей. Да, Азара нет с одной стороны, Азила нет с другой стороны. Опять же, так сказать, Диего Коста нет с одной стороны, нет с другой стороны Алексиса Санчеса. Вот. И почему я сказал, что Челси ближе, на мой взгляд, к составу, который может быть оптимальным. Не в последнюю голову, потому что все 5 игроков оборонительных, то есть Алонсо с Мозесом и трио центральных, и плюс Нголо Канте. Это стабильный состав. В этом, мне кажется, перевес Челси. Но чуть позже мы, наверное, поговорим о тех, кто в запасе. Вот возможность ротировать состав, она тоже не 100% у Арсенала, но, мне кажется, пошире, чем у соперника. Дани Уэлбек с мячом. Окслайд. Справа-то будет отключаться. Там убежал Беллерин уже вперед, да? Вот сейчас он получает мяч. Айвоби, на сей раз он справа. Пас центр штрафной. Не-не, Алекс Айвоби на углу вратарской. Угол, правда, острый. Самый активный, самый опасный. 17-й номер Арсенала. Дважды он игру обострил. Первый раз слева, второй раз справа. И оба раза это были не шутки. Отличное шумовое оформление. Ну, в общем, 90 не 90, а под 90 тысяч зрителей имеется. И удар от ворот. Арсена Венгера камера ловит постоянно. Мы прекрасно знаем, насколько экспрессивен Конте. Вы обратили внимание, что за 10 первых минут, ну, поначалу камера его там поймала, это официоз. Тут никуда не денешься. А теперь как будто бы уже и нет. Значит, спокоен итальянец пока. Да что и Вильям часто приходит к нему как бы вторым. Вот рывок. Длинные ноги Маркоса Алонсо. И спокоен абсолютно 21-летний Роб Холдинг, защитник Арсенала. Все контролировал в этой ситуации и выбил мяч за боковую линию. Нет, кому бросать. Челси вряд ли можно сказать, что произвел очень сильное впечатление в выставочных поединках. Вот этот самый международный кубок чемпионов, да, который разыгрывался и в Америке, и в Китае, и в Сингапуре. Ну, каких-то выставочных матчей красивейших со стороны Челси не привез. Даже Бавария они проиграли, когда Бавария совсем плохо выглядела на этих турнирах. И, пожалуй, самым примечательным, что ли, из выступлений Челси на всей предсезонке стал гол, который забил в свои ворота полузащитник Интера Джеффри Кондогбия в матче с Челси. Я думаю, не обязательно было смотреть матч, но, так сказать, потом уже в доступных источниках посмотрели все. Наверное, один из самых красивых автоголов в истории футбола. А пока Петр Чех. И вот Челси потихонечку поджимает соперника. Опять Канте. Включается Мозес по центру. Здесь Алекс Окслейд-Чемберлен. Передача, так сказать, это тень отца Гамлета была, наверное, адресатом. Мяч Челси перехватил. Мозес, он уже в штрафной. Его хорошо все-таки вытесняет центр. Гонит туда, не давая ни ворваться, ни пробить. А теперь уже отбор от Уэлбека. И широким шагом, набирая скорость, похоже, сажает на желтую карточку. Тут никуда Медли не деться. Пусть и 13-я всего минута. Это классический, канонический срыв перспективной атаки. 12,5 минут команды сыграли. О, как раз и пошел. И пошел. Поставил могучую свою спину. И Аспиликуэта вынужден нарушать правила. Может показаться любопытным, да, оно и есть любопытно. Но в нынешнем составе Арсенала вот в этом классического исполнителя стандартов вообще нет. Но Гранит Джака у мяча, тут понятно, поворотом молотить не время. Но тем не менее, согласитесь, это весьма любопытно. Ну такой пас. Да, тут не надо специально обычных людей.
Начо Монреаль. Окслейд. Снова Начо. Подача. Хорошо вынесен мяч. А то бы мог его Беллерин там не только принять, но и пробить вторым касанием. Есть, конечно, ошибки. Арсенал больше старается контролировать мяч, а то мы ждали другого бушка. Это вы ждали. Аспиликуэта. Вот. И, конечно, есть ошибки. Есть ситуации, где Челси может соперника подловить. Давид Луис. Аспиликуэта. Мозес уже убежал вперед. Да. Хочу сейчас посмотреть повтор. Я почти не сомневаюсь, что англичане дадут его длинным. Да-да-да-да-да. Вот арбитр сейчас, я аплодирую Медли. Обычно я ругаю английских судей. Вот тут накладка была. Хотя пытался сыграть мяч Эктор Беллерин, но у него не получилось. Алонсо первым был на мяче. Арбитр игру не останавливает. Дальше. Мячом владеет вроде бы Челси, но степень перспективности этой атаки непонятна. Арбитра никто не гонит. И он еще два таких полустыка пропускает, после чего дает свисток, рассудив, что в этой ситуации наиболее болезненным для Арсенала, провинившегося, да, будет вот то, что он сделал. Красавец просто. А Беллерин. Алонсо. Потеря такая. И, по-моему, Беллерин опять сбил соперника. Я согласен с Алонсо, но это первое, как говорится, впечатление. Повтора нам никто не мешает дождаться. Но только это не Беллерин был. Не с ним Алонсо разобрался. Это я напутал. А Роб Холдинг, конечно. Беллерин был уже впереди. Окслейд Чемберлен. Джака. Пока обострения от гранита Джаки много не видим. Все больше поперек. Фабрегас. А кому это мяч попускал Давид Луис? Себе любимому. Ух ты, мама дорогая. Там же и Тибо Куртуа из ворот ушел. Ну, был бы номер сейчас, конечно. Мертезакер. Голова высоко и ноги длинные. Хошь этим доберусь, хошь этим. И опять теперь Мертезакер, вызвавший оживление и до того не молчавших трибун. Как-то пока в тени. Да, причем в переносном, конечно, смысле. Буквально не всегда получается. А может и сейчас выйдет у него Алекс Леказет. Вот он. Головой отыграл мяч назад. Канте. Батшауи ведь может мяч принять. Поверил бы партнеру, бежал бы и, глядишь, мяч ему точно бы в ногу опустился. Но это тоже вопрос времени. Пока Виктор Мозес. Фабрегас. Батшауи, по-моему, рукой подыгрался 23-й номер Челси. Ну и, естественно, без внимания арбитра это не осталось. Не думаю я, что Сеф бил по воротам. Скорее такой наброс был. Направление дальнего угла. Опять Джака. По-моему, не ему был пас. Но на спине глаз нет, поэтому действительно попал в ноги и забрал его швейцарец. Холдинг. Беллерин, Холдинг. Ну, тут Челси уже перестроился, конечно. 8 человек на своей половине поля. Сейчас начинает выдвигаться. А вдруг поживиться можно будет? А ну вот да, выходит, что вот почти что можно. Окслейд Чемберлен. Что-то очень близок Арсенал в последние минуты к возможному привозу. То есть потеря мяча. Вот выдвигается и Давид Луис.
19 минут сыграно, 0-0 пока. Вильян. Тут вряд ли ему даст Эль-Нени дышать. Заставил буквально послать мяч направо. N'Golo Канте тут как тут. Отборы отборами, а это всегда возможность отыграться с кем-то. Всегда транзитная зона. Сеск. Ой, какой точный пас. Как расчертил эту атаку. И, по-моему, угловой получает Челси. Первое впечатление, во всяком случае, было таким. А ведь казалось, вот, да, он бросает взгляд на бровку, там свободный партнер. И, в общем-то, я думаю, не я один подумал, что передача пойдет именно туда. Но он низом, удобно, в штрафную, неожиданно для многих. Но Арсенал справился. Фабрегас. Плохой обратный пас от Виктора Мозеса. Поэтому подавать было уже неудобно. Вильян. Мозес. Снова Вильян. Забрал Челси мяч. И владеет там последние несколько минут. Кэхилл даже двинулся в чужой штрафной. Аспиликуэта. И Фабрегас, и N'Golo Канте очень глубоко располагаются. Вот смотрите, где они. В районе центрального круга. Даже защитники Челси и то ближе. Пока Педро. Передача назад. Алонсо. Ну, в общем-то, больше ноги берет, по-моему, мне кажется, чтобы не оторвали. И поэтому пас такой дерганный вышел. А с другой стороны и Педро Родригес отдал не идеальный. И вот первый раз наставник Челси, триумфатор прошлого сезона, которого в этом году многие, так сказать, собираются пробовать так августейше. Справится он с борьбой на два фронта. Тут же Лига чемпионов тебе, где английские клубы, ну, в последнее время просто в упор никем не замечаемы. Я имею в виду Лигу чемпионов, а не Еврокубки вообще. Вот. Посмотрим. Это тоже очень интересно. Не только касается Челси, это касается и Манчестер Юнайтед, и Манчестер Сити. Все те команды, которые будут Англию представлять в Лиге чемпионов. Да и Ливерпуль то же самое. Маркос Алонсо. Мертезакер. А это для кого подработка? Выясняется, что для холдинга. По крайней мере, можно утверждать, и никто не докажет обратного. Леказет получилось у него. Развернулся, отдал пас на фланг. Эктор Беллерин набирает скорость. Пас поперек поля. Леказет. Перед ним пространство. Можно ударить самому. Можно отдать на Уэлбека. Второе решение. Обратный пас. Сам будешь бить, Алекс? Штанга. Ну что ж, с первого раза забивать, наверное, в Англии и не положено. Но сыграл Арсенал прекрасно в этой атаке. И Леказет ее начал, Леказет ее завершал. За голову схватиться можно. За это желтых карточек не показывают. И аплодисменты Уэмбли наградой, я думаю, всем. И особенно нам. И удар-то хороший, без шансов. Тибо Куртуа. Чтобы его обвести, это надо бить. Ну, собственно, если бы чуть-чуть еще в уголочек завернул, то все, завтра в газетах уже 50 миллионов. Хотя что это за цифра после Неймара-то? Да, потраченная Арсеном Венгером не впустую. Вообще говоря, смешно, конечно, получается. Вот если бы, допустим, Пари Сен-Жермен купил Неймара, а потом через недельку Арсенал Леказета, никто бы там и не кричал бы по поводу суммы. Вообще считалось бы так на сдачу, да? Ну, как бы там ни было. Хороша была атака Арсенала. И если я говорил минуте на 15-й, что Арсенал поактивней, пожалуй, в этом плане Челси подровнял игру. Арсенал поопаснее пока. И вот от Уэлбека. И вот теперь штанга. До этого два обострения от Алекса Айвоби. А теперь потеря Алекса Айвоби, которому подсунули мяч. N'Golo Канте приглашает Сеско Фабрегаса к этой атаке. Заброс вперед. Баштовые мяча не догонят. Алонсо. Все одно молодец, согласитесь.
Узнали вы, да? Знаменитого чилийца. Хотя за очками, ну, в такую погоду-то. Солнышко яркое в Лондоне. Если оно есть, конечно. Есть не всегда, это другой вопрос. Если бы вы не знали, так показать, это вы о чем, сеньор? Через неделю будет в костюме, как дирижер. Я напомню, что вот момент опаснейший, выходит вовремя Петр Чех. Но это издержки начала сезона, разумеется. Борьба очень плотная. Сейчас мне кажется, объяснили, что чемпионат во Франции жесткий. Тут спору нет. Но в Англии он не менее жесткий, а порой даже и более. Мне интересна реакция Медли. Да, 2 желтые карточки он уже показал за первую половину тайма. Тут пока решил устроить показательное примирение. Лучший атак, как мне кажется, это, безусловно, вот атака схода в исполнении Арсенала. Наверное, здесь не слишком сильный повод для спора. Алекс Окслейд-Чемберлен. Леказет. Снова Окслейд. У угла штрафной, 3 собрал, отбросил Уэлбеку. Тот бы и рад перевести, да, но пришлось подождать, потому что чуть-чуть назад надо играть. Это просто не пройдет мяч. По-моему, сейчас заигрался защитник Арсенала. И теперь уже у Челси есть возможность контратаки. Виллиан. Эль-Нени вроде хорош в отборе, но тут же рядом Голо Конте. Мозес. Флангом пошел. Не ищет легких путей. Угловой показывает судья на линии. А значит, так тому и быть. Ну и, кстати, пару листов по поводу следующих матчей набрал Дани Уэлбек, потому как отработал назад планирующая передача от Сеско Фабрегаса. Продолжается борьба. Рослые защитники Челси наводят панику пока тут. И Мертезакер, по-моему, получает травму. От внимания Медли это не ускользает. Он останавливает игру и приглашает врачей. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое рассечение это. Там крови сколько, а? Сразу пожелание здоровья. Ну, конечно, локтем. Да. По-моему, в нос. Все пришлось в такой ситуации, но 99 из 100, что нос сломан, конечно. Никакими мерами, кроме драконовских, это дело не прекратить. И удалить придется десятка 3-4 человек по ходу пьесы, если эту борьбу начинать. Но будут размахивать локтями, потому что, ну, все так делают. И Мертезакер, пройдя в чужой штрафной, ровно так же начал бы размахивать, да? Ну, нравится, вот, чтобы за брутальность футбола, сломанные носы и море крови. Ну, как говорится, вольному воле, так сказать. Мне кажется, это очень важный аспект современного футбола, чтобы с этим делом прекратить. А просто так, ребят, не размахивайте, это не пройдет. Игра контактная, ставки все выше и выше, деньги все больше и больше, и поэтому каждый гол в буквальном смысле стоит дороже в современном футболе. Конечно, аплодисменты, конечно, здоровье Пьера Мертезакера.
Вроде как глаз там, да, мне показалось, что в нос пришелся удар. Вроде как глаз даже. Может быть, бровь рассечена. Ну, мы, конечно, обо всем этом узнаем. Мне представляется, что уже во вторник в программе «Английский акцент», так сказать, у нас будет, да, достаточно, ну, покидает информация по этому поводу, а может, в новостейных выпусках уже и сегодня. Ну, да, по-моему, Санти Касорла, так сказать, один из, да, показывал, что это... У него позиция, где пореже бьют, хотя тоже случается. Там все больше по ногам. Игру продолжить, конечно же, Мертезакер не сумеет. Там как минимум гематома будет серьезнейшая. Ну и первую замену Арсеналу приходится делать уже в первой же половине матча. А тем временем, пока соперник десятером, Челси атакует. Акробатический номер от Вильяна. Голо Канте, Алонсо, Вильян. Там особо пас не сыграешь, да. Ну, можно сейчас вернуть на бровку. Но это не обострение все равно. Контролирует Челси мяч, а я сейчас смотрю, по-моему, там же Калашинец раздевался, если так вот я не обманулся. Ох, какой проход Батшауита! И Мозес поддерживает, и Мозес обыгрывает, и удар в ближний. А вот тут Батшауи, конечно, мог бы. Мяч-то трудно было укротить, но теоретически мог бы помягче его. Для паса или даже удара приготовить повкуснее. А пока... Челси поджал соперника. И выбит мяч. 32-я минута. Согласитесь, интересный футбол. Переходит инициатива от одной команды к другой. Вот здесь помягче бы. Но чтобы он стал с ним делать, это другой вопрос. Да, Калашинец выходит. Под 31-м номером боснийский защитник. Достаточно опытный, 24 года. Вы видите, что очень плотный. Даже не столько высокий, да, за 1,80 м, но для защитника это не те габариты, которые можно удивить. Они там у большинства такие. Вот. И до этого года, это первый его выход в составе Арсенала в официальном матче, за Шальке выступал. Когда за первую команду, когда за вторую. Вот, то есть последние 5 сезонов в Гельзенкирхене провел. Забыв, наверное, временно дорогу на чужую половину поля, Арсенал начинает варианты искать длинными передачами. Джака. Окслейд-Чемберлен. Джака. Эль-Няни. Вот сейчас Арсенал, контроль ради контроля. Но давно с мячом не была команда, поэтому прекрасно мы должны ее понять. Это нужно восстанавливать, это нужно действительно вспоминать. Да и Калашинцу надо мяч дать попробовать. Попробовал. Отыграл на Алекса Окслейда-Чемберлена. Тот отыграться пытается коротко. Борется до конца, но тут пришел Голо Канте. А значит, появился хозяин у мяча. Вильян.
перевод. Ой, хорош перевод. Троих собрал Педро. Будет сам бить. Удар по воротам. Реагирует Петр Чех. Но удар мощный у испанца. Мы знаем прекрасно. В ближний угол он был. Ну-ка, давайте поглядим. Хороший удар. А пас еще лучше, согласитесь, а? Диагональ какая. Да, в ближний угол. Конечно, ловить наглухо этот мяч смысла нет. Маркос Алонсо. На нем соперник заработал, теперь и сам прижелтый. Хорошо с этим делом. Я так вот, конечно, иронично говорю, но не стесняется. Абсолютно не стесняется Медли. 3 за неполный тайм. Еще в первом-то поди доиграя. А пока... Но Беллерин врезал, что называется, рукой. Но почему? Это была блокировка, так сказать. Я не думаю, там был акцентированный удар, а вот Алонсо блокировал соперника. Поэтому с Беллерином, как говорится, разбирайтесь, это другая история. А вот Алонсо желтый заслуживал. Так что опять я с арбитром согласен в этой ситуации. Виллиан. Алонсо. И... взревел стадион Уэмбли. Еще одна желтая появляется, но мы не этого ждем. Мистер Реф. Раз желтая Виллиана, значит никакого пенальти. Да, сам за свое. Упал красиво. Конечно, Беллерин опять тут команде придумал свои испытания. И соображает Виллиан очень быстро в этой ситуации. Но на большинстве из повторов, которые мы видели, я бы сказал, что пенальти не было. А 4 желтых за неполный тайм. Это у нас не близко ли к удалению вообще, потому что никто сегодня ни себя, ни соперника не жалеет и пленных не берут. Передача по бровке. Ну что, слева себя, я не знаю, хорошо ли, комфортно ли он чувствует. Это надо у него самого спрашивать. Алекс Окслейд-Чемберлен. Но виду не подает, боевит, активен, так же, как и на любом другом участке поля. Может быть, самый, наверное, универсальный игрок в нынешнем составе Арсенал, то есть поигравший на наибольшем количестве позиций. Второго нападающего исполнял. Право играл. Слева играл, сегодня вот играет. По всей бровке. В центре играл. В опорной зоне. Будьте любезны. Вот. Иными словами... голов вот только нет пока. Да, это моментов не очень много. Но игра темповая в Англии, мы знаем. Привыкайте. Вторые таймы результативнее первых намного. Потому что пока ноги свежи, пока ты полон сил, то действительно ты тактически грамотен. А когда ты вот от этих постоянных стыков, от того, что негде тебе дышать, что постоянно соперник навязывает борьбу, немножечко устаешь, даже не столько по бегу, сколько концентрации. Вот тогда-то игра и вскрывается чаще всего. Вот это настоящий контр. Вот, да, когда молодец, тогда молодец. А то прям что-то там, я не знаю. Кахел. Батшауи. Канте, и тут он первый. Кахел.
Опять N'Golo Канте. Бачауи. Хлопов поставил здорово. Бельгиец развернулся здорово. Пробить вот только не дали. Ну, как мы видим, работа, которую он исполняет, она во многом та же самая работа, которую исполнял Диего Коста. Лучше, конечно, исполнял. Тут ничего не скажешь. Цепляться за все мячи. Связывать оборону соперника. И при этом отходит довольно глубоко Бачауи и работает, так сказать, на команду. И сколько ошибок у Арсенала вот именно в момент выхода из обороны. Юлиан. Педро. Передача-то умная была. Так если она не проходит, можно под такой контр-ответ попасть. Но там N'Golo Канте остался, да. Он если не заберет, то хотя бы притормозит этот мяч. Разворачивать, распахивать этот веер налево нужно было. Арсенал это и делает. Ох, Колошинец как прибавил. Какой рывок, Боснийца. Да чужой штрафной. Но, видно, разобрало слишком сильно. Да, и вложился в эту передачу. Она сильнее, чем нужно, пошла. Поэтому озабочен был Алекс Окслейд-Чемберлен тем, чтобы мяч догнать, а не тем, чтобы передачу вывезать поточнее в штрафную. 41-я минута, 0-0. Это медленно. Если Челси удается так вот расположиться, скорее всего, ничего он сопернику не даст. Мы говорили, достаточно стабильная оборонительная линия. Плюс N'Golo Канте, который, как видим, встречает сезон в великолепном физическом состоянии. Потому что, ну, везде успевает. Алекс Окслейд-Чемберлен. Передача на Уэлбека. Влюбился, что ли, Давид Луис? Я не знаю. Звезды считают по ходу матча. Мечтают все как-то вот поизящней, пропустить бы куда. Вот это вот как понимаете. Поэт, да и только. Чуть-чуть не прошел пас на Вильяна. Холдинг. Найвоби здорово начал, сейчас менее заметен. N'Golo Канте. Ох, красавец. Ну что ж делает этот парень? Он еще и передачу сейчас вырежет, да, под удар. Двое своих, но не только. Опять Окс здесь рядом был. Среагировал. Пишаться надо на что-то уже. Не знаю, что говорить, говори правду. Нет вариантов вперед, но назад отдай. Аспиликуэта. Кэхилл. Ну, равный, в общем-то, матч. Арсенал поближе был к голу. Говорю это потому, что вот он попадал в штангу, а соперник нет. Как раньше говорили в боксе. Иногда он считается просто за удар. Это никому не интересно. А в футболе, да и в хоккее, к слову, тоже даже ударом в створ не считается попадание в штангу. Но, тем не менее, визуальное ощущение, да и атака хороша. Ну и ошибок, пожалуй, своих. Вот на выходе из обороны потерь мяча у Арсенала побольше. Развеселые 3-3 мы, наверное, едва ли сегодня увидим уже. Хотя, кто знает. Стоит одному зайти и... Динк. Эль-Нени. Снова Холдинг. Снова Эль-Нени. Айвоби. Вот пространство, сколько перед ним. Это Челси, я не ошибся. Третий раз за тайм. Они такой тут, ну, гектар пространства сопернику дают. Айвоби полотёет, обыгрывает пол команды. Бьет, но маленький был рикошет и удар. И без того не самый сильный. Доходит вообще в тишине.
до ворот. Подарком для Тибо Куртуа. Разобрался прекрасно нигериец. И да, вот тут чуть-чуть задел мяч ногу Давида Луиса. Ну и без того бы, наверное, справился с этим ударом Куртуа. Welbeck. Белерин. Джака. Окслед Чемберлен. Ну и налево можно было и в касание. Это без продвижения пока. Ох. Еще одна ошибка от Челси. Бьет Уэлбек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего вроде такого плохого тут Беллерин-то ему не предложил. Но не идеальный пас. Да. Вот эти два парня, которые, конечно, могут команду укрепить. Ох. Насколько вот предвкушение сезона. Я вздохнул, потому что, да, предвкушение сезона английского чемпионата, оно велико у любой команды. Травма, оптимальный состав, так сказать, да, то, что вот два Манчестера сейчас на предсезонке смотрятся здорово, остальные, ну, Ливерпуль очень хорошо смотрится, остальные не очень. Это напрягает, это как-то вот болельщиков, да, других команд. Все забудется скоро. И первые туры, ну, просто вспоминайте, как в том году Сити стартовал. И казалось, отдайте вам этот приз уже после третьего матча. Ясно, что они сильнее всех. И что? Эльняни. Ну, помните, длинная была остановка после травмы Пьера Мертезакера, поэтому и добавил Медли изрядно по первому тайму. Еще раз напомню, он 4 желтые карточки показал. До перерыва немало, согласитесь. И достаточно много ошибок. Все это от спешки. Все это от желания побыстрее атаку начать. Алекс Окслейд-Чемберлен. Вторая из 3 добавленных минут уже почти на исходе. И очередной угловой для лондонского Арсенала в этой ситуации. Ну, прям очередной говорить нам слишком. Второй угловой Арсенал, и Челси тоже подал 2. Гранит Джака. Сильная подача, даже не на дальний угол, вратарская, куда-то туда. Лошина, кстати, боролся за этот мяч. Давид Луис. Нарушение правил. Вот для Казета. Айвоби. Эльняни. Есть время-то еще. Может быть, атаку и даст арбитр довести до конца Арсеналу. Окслейд-Чемберлен. Низом передача в штрафной. Выбит мяч оттуда и все. Сейчас Педро его забрал. Торопиться никуда не будет. Ну и 48-0-0. Реакция хорошая. Прям 10-ю в 10-ю. Можно секундомером щелкнуть. Арбитр Медли отправляет Арсенал и Челси на перерыв в матче за Суперкубок Англии. Ничья после первого тайма пока 0-0. Над Лондоном по-прежнему солнышко, чуть больше 15:00 по Гринвичу. И нас ожидает второй тайм матча за Суперкубок Англии между Челси и Арсеналом. 0-0 после 45 минут игры. И, в общем-то и целом, игра близкая к равенству. Наверное, мне стоит сейчас еще раз познакомить вас с составами, да, пока команды не вышли, потому что возможны замены. Итак, первый тайм. Арсенал. Петр Чех в воротах, 33-й номер. По краям, по бровкам. Эктор
Бельерин. Справа номер 24, слева Алекс Окслейд-Чемберлен, номер 15. В центре игру начинали Роб Холдинг, 16 номер, Пьер Мертезакер и 4-й Иначо Монреаль, 18 номер. Мертезакер получил травму. Рассечение серьезное в борьбе, то есть локтем ему заехал Гарри Кэхилл во время атаки Челси, и вынужден был он поле покинуть. Шет Калашинец вышел вместо него под 31 номером. Центр поля Мохаммед Эль-Нени, 35-й, 29-й Гранит Джака. Впереди Александр Ляказет, номер 9. В роли инсайдов 23-й номер Дани Уэлбек и 17-й Алекс Айвоби. Главный тренер Арсенала Арсен Венгер. Челси в воротах Тибо Куртуа, номер 13. Слева по бровке Маркос Алонсо, 3-й номер. Справа Виктор Моузес, номер 15. В центре обороны Сесар Аспиликуэта, 28-й. Давид Луис, 30-й и 24-й Гарри Кэхилл. В центре поля, в центре полузащиты Нголо Канте, 7-й номер и 4-й Сеск Фабригас. Впереди Миши Батшауи, номер 23. В ролях инсайдов Вильям, 22-й номер, и Педро Родригес, номер 11. Схема у команд достаточно похожа, на мой взгляд. Другое дело, что, допустим, два человека в центре поля, они не обязаны выполнять абсолютно одинаковые, как бы, 4 функции. Вот. Понятно, что Нголо Канте больше будет мячей отнимать, чем Сеск Фабригас, например. И среди Цифири, которую нам тут в избытке давали в перерыве, очень меня поразило. Но я понимаю, что Александр Ляказет не должен быть главным пасующим, но 100% точных передач, хотя все эти 100% точных передач, он бы, наверное, с радостью поменял на чуть большую точность одного единственного удара, когда он попал в штангу. Это был самый опасный момент первой половины игры. Ну а на выходе из обороны и те, и другие накрывают и тех, и других с удовольствием. Челси добивается углового. Их в первом тайме было немного. По 2 на брата. Вот он, Калашинец. И в теньке, пару секунд отдохнув, начнут борьбу, начнут размахивать локтями, толкаться футболисты. Передача, мяч проскакивает первую пару претендующих на то, чтобы обработать. И вот Гарри Кэхилл, как знал, скидка вперед, опасно, Мозес, мяч в воротах и рука Медли показывает в район центрального круга. Вот он, даром, в общем-то, да, пришедший угловой из-за ошибки Арсенала, во что превратился. А Гарри Кэхилл с голевым пасом. Вот эта скидка с линии штрафной туда, на линию вратарской. И включившийся Мозес открывает счет. Подача Вильяна, вот Батшауи, как тут Гранит Джака мяч подвесил на штрафной, все побежали посмотреть, как на салют. Давид Луис находился в положении вне игры, но двигался от ворот. А вот Моузес ни в каком положении вне игры не находился в правильной позиции. Так что и в этом случае я решение арбитра, как и с желтой карточкой за симуляцию Вильяна, как и еще пара тонких ситуаций, как и в любой из 4 показанных желтых карточек, я пока решение арбитра приветствую сегодня. 1-0 Челси. Алекс Окслейд-Чемберлен. Айвоби. Ну, как мы и говорили, начнется второй тайм. Но трудно забить меньше голов, чем в первом, правда? Потому что там вообще ничего не было. Тем не менее, озабоченный Арсен. Хорошая скидка. Педро уходит на фланг, не боясь, что тут 3 соперника. Он прекрасно об этом знает, как и о том, что Маркос Алонсо будет где-то рядом. Одного не оставит. Маркос Алонсо снова с мячом. Подача, еще один угловой, на сей раз слева. Ну, это, пожалуй, перебор. Хотя, как знать.
Я понимаю, что нам показывает того, кто забил после прошлого углового. А кто-то там, только видите, в сектор болельщиков Челси возвращается, вкусив хот-догов и прочих прелестей. Сеск Фабрегас уже у лицевой. Мягкая передача. Там никого нет и своих. А кто бьет по поворотам? Батуи бьет все-таки, не Мозес. Поплотнее лег бы мяч на подъем и вынимай. И было бы 2-0. Мне кажется, Давид Луис, мне так показалось, мог бы сделать шаг вперед в свободную зону, потому что он где-то там смотрел футбол, а ведь он хорошо играет головой, самый высокий из там стоявших. Вот так начинает Челси второй тайм. Как где плохо лежит. Я на конт сейчас посмотрел, как выглядит Венгер в момент, когда его команда пропускает гол, мы все уже выучили. Но поскольку сейчас время драйва, как говорится, да, что вы нам тут, мыслители роденовских, показываете, так сказать, ну, покажите вот эту страсть, бьющую через край. Ну, видимо, воплощает ее Виктор Мозес сейчас не хуже, чем Антонио Конте. Джака. Ну, кстати, Чемберлен. Челси поактивнее начал вторую половину игры. И чем соперник, и чем сам начал половину первую. Фабрегас набирает мяч у него. Леказет. 100% точных передач пока остаются. Белерин. Передача в штрафную. С подбора бьет Эль-Няни. Пожалуй, поторопился, потому что удар был не по встречному мячу. В этом, конечно, может быть сермяга определенная. Да, он там и плотнее идет, и все. Но тут высокий отскок и час времени. Смотрите, никого нет ни справа, ни слева. Останавливай, примеривайся. Перекладывай, если надо, или бей слева, если так тебе больше хочется. Времени был вагон. Это первая атака Арсенала. Достойное внимания после перерыва. Хорошее мнение о Петре Чехе, его товарищи по команде. Протестировали так. Ты в порядке, старина? Старина в порядке. Еще раз момент с голом. И, кстати, очень разумно поступил Мозес. Тут как раз отскок был такой, чтобы на грудь мяч принять. И аккуратненько, да и пространство посчитал. Ну, в общем-то, это не самая сложная на свете была задача. И тем не менее. Уэлбек. Окслед Чемберлен. Уэлбеку предлагает ускориться. Да ладно. Ну вот, пожалуй, впервые я пожал плечами от решения Медли. Даже в конце концов он свистнул-то правильно. Вот. Почему надо было смотреть, коситься направо, на ассистента своего. Там же мяч ушел. Совсем-совсем. Ага. Многие ждали Альваро Морату в сегодняшнем матче. Кстати, один из самых интригующих, наверное, трансферов. Я, по правде говоря, не знаю ни одного комментатора, вне зависимости от пристрастий там, к первенству Италии, Испании, Германии, Англии, кому Мората не был бы симпатичен. Вот. Поэтому... То есть как-то не успел он себя ничем, как говорится, заморать, да, вот, а талант-то налицо, не шуточно. Ну, посмотрим. По ходу сезона еще наглядимся на него в составе Челси. А пока Алекс Айвоби с мячом, удобный пас на рывок, но там Давид Луис со вчерашнего дня бежит и не собирается останавливаться. Уильям. И снова Педро от Фабрегаса мяч получил.
Баштауи отлично ходит мяч. Направо нужно его все-таки скинуть. Да, там Мозес один. И... Ну, что Чемберлен вовремя туда метнулся. Сыграл так, что и защитник позавидовал бы. Виллиан. Пока игра еще от гола забитого, да, пляшет. Пока она еще зарядилась, батарейка это в ней есть. Адреналин. Очень хочется, чтобы еще были голы. Потому что Челси, как команда, это великие мастера. Когда потихонечку все это начнет сходить на нет, если это адреналин, то успокоить, заморозить. И так 1-0 и закончит. Ляказет получает мяч и доводит его до партнера. Беллерин. Джака. Айвоби. Беллерин. Если нет офсайда, то Беллерин он будет соглашаться на угловой, да. Подает грани Джака. Тут должен Начо Монреаль к мячу успевать. Передача не очень понятная. Как и срезка у N'Голо Канте. Скидка еще одна. Ляказет идет уже просто туда, на ворота. А два игрока Челси лежат. В штрафной площади. Два богатыря. Гарри Кэхилл и Давид Луис. Проверили, чья голова крепче. Но ирония неуместна, потому что иногда у него оба оказались. Давид Луис пострадал серьезно. Это мы видим сейчас прекрасно, да? Кэхилл вроде оправился. Вот жесткая борьба. Будут замены так и так. Травмы, не травмы. Давайте еще раз поглядим, как Челси открыл счет. Вот она, скидка Кэхилла. И не досмотрели за Виктором Мозесом. Там прям рядом Холдинг. Ну, можно, наверное, да, как-то ему попенять, что он не вынес этот мяч. Но видеть Мозеса он не мог. Тот со спины выскакивал, как на финишную ленточку. Вот пришел в себя. Тут пауза в игре в высшей степени оправдана. Согласитесь, уважаемые телезрители. В общем, сталкиваться с Гарри Кэхиллом себе дороже. Тут рекламный ролик из этого делаю, прям по мотивам одного сегодняшнего матча. Виллиан. Мозес. Калашинец использует свои габариты и физическую силу. Не первый уже раз. Ляказет. Опять хорошая передача. Уэлбек. Ну посмелее, посмелее. Ну что он ждет-то? Ну не очень, я думаю. Ну и что теперь? Челси уже сел. 8 человек за линией мяча. А там был всего один. Окслейд Чемберлен.
Мохаммед Эль-Нени ускорился по флангу. Видимо, его тут не ждали. По крайней мере, Давид Луис выбил мяч в аут, не сильно разбираясь. Беллерин. Потихонечку Арсенал забирает территорию Айвоби. Беллерин. Штрафной 3 игрока Арсенала. Подача. До Леказета мяч не доходит. Айвоби тоже делает что-то нечто вроде подсадки уже сопернику. Нельзя брать мяч. Да, Беллерин, он в офсайде. Эль-Нени нет. Передача. Это удар получился. И Тибо Куртуа переводит мяч на угловой. Вот пошел футбол. Вот это нам только давай. Дочка еще раз. Правда ведь крутил в ворота? Зазевайся и зайдет. Гранит Джака туда, да, на дальний угол вратарской. Скидка, срезка. Сеск Фабригас. Недалеко, но высоко. Время занять позицию игроков Челси есть. Джака. Он пришел в себя, Арсенал. И начал подавливать Начо Монреаль. Ух. Да, но здесь это уже не проспал, то это не самый сложный, конечно, удар для Тибо Куртуа, но все равно все это красиво было. И решение неожиданное 35-го номера. Формально хозяев матча, видите, Арсенал, да, им заявлены. Действие вратаря. Чех. Начо Монреаль. Джака. Уэлбек. Очень неплохо. Но этот пас не дойдет до Дани Уэлбека. Мозес тут ближе всех. Калашинац. Вот тут, смотрите, как смело прет вперед боснеец. И мяч выигрывает. Скидка. Алекс Окслейд-Чемберлен. Будет уходить в центр. Будет. Уходит в центр. Передача. Айвоби. Прыгает мяч. Бить не очень удобно. Передоверяет Эль-Нени. Тот на Леказета, который, по-моему, был в офсайде. И потом очень трудно было этот мяч вообще принять. Почему не пробили игроки Арсенала? Тайна сия велика есть. Да-да-да. По-моему, еще и офсайд был у Леказета. Но открываться старается, в командной игре участие принимает. То есть вот этот игровой час первый Александру Леказету явно в плюс, на мой взгляд. Забил, было бы 2 плюса. Но ни в коем случае нельзя, мне кажется, пытаться сразу прямо по этому часу определить его перспективу в команде, место и постоянную среду обитания. А пока Челси с мячом, прострел и Начо Монреаль, Холдинг, прошу прощения, а не Начо Монреаль выносит мяч аж с линии вратарской. Чему пожар? То есть втроем выдвинули центральный круг, мяч там потеряли, но хоть успел один добежать для того, чтобы мяч вынести. Мозес. Грамотно с ним. Не грамотно, сознанием дела. — 18 минут второго тайма началась. Сразу после перерыва Челси активно провел несколько атак, заработал право на угловой. И вторым валом атаки Виктор Мозес вывел свою команду вперед. Леказет. Пробежаться надо. Беллерин назад. Холдинг. Калашинац. Неплохо. Неплохо. Окслейд-Чемберлен. Неплохо. Уэлбек! Ух, запоздал с пасом. Раньше надо было катить в касание. И было бы намного опаснее, по-моему.
Но тут ведь какие варианты? Не только на Леказете с Литвином не сошелся. Может быть, Велбек смотрел, а по центру никто не откроется под этот пас. Может быть, катить-то надо было уже на пустые набегающим, не знаю. Педро. Мозес. Неплохая еще одна атака. Эвоби. Передача в центр. Леказету чуть-чуть не хватило тут и чуть-чуть не хватило здесь. Как же часто тем, кто играет в Челси, кажется, что не хватило чуть-чуть. Что не хватило вот фарта. А на самом деле, посмотрите, тут позиция, все, на этот мяч вышел. Ну, подальше прошел бы. Было бы опасно. Да, не идеально. Обороны те и другие. Но еще раз скажу, это только самое начало сезона. Через неделю стартует английская премьер-лига. В следующие выходные. Ну, по тому, насколько огненный матч, конечно, и сегодняшняя игра очень даже годится. Ну, а вот Оливье Жиру. Да не один. Тут ребята, каждый из которых может в одиночку буквально вскрыть оборону любого соперника. Сегодня матч они начинали в запасе. Ну что, Велбек Леказет. Велбека камера поймала, так что с ним все понятно, да. И Леказет. Оливье Жиру вместо Александра Леказета. Французская замена французского тренера. Ну, аплодисменты. Аплодисменты действительно неплохо. Я, признаться, не числю себя в племени тех, кто предрекает им абсолютно звездную карьеру. Но и провал предрекать не буду. Да? Лучше, чем ожидалось. Вот лично для меня сегодня. Ну, а Дани Велбек тоже, я считаю, Алекс Айвоби меня показал, что Велбек или Айвоби. Мне кажется, это уже по позиции. Все-таки правее действует. А, не так. Поменяемся, если что. Тео Уолкер. Ну, два таких свеженьких. Да если они сейчас в порядке, ну, это значит, Арсеналу есть чем и кем усилить давление. И вот это я имел в виду, говоря о том, что вариаций больше у Арсенала. То есть именно на сегодняшний матч в заявке лавка более мастеровитой смотрелась. Ну, посмотрим. Звучность имени просто ли так переносится на футбольное поле и дает результат. Передача в центр. Там оборона Челси в порядке. Кекер персонально и лично. Нголо Канте. Он не так заметен в первом тайме. Его с Эль-Нини по статистике мерили. Но Эль-Нини, по-моему, позаметнее. Он пошел вперед. Успевает и там, и сям. Вообще, конечно, когда мы говорим о том, что в Арсенале вот недобор опорников и пришел Коклен, как бы вот уже для Арсена Венгера чуть не спасительная фигура. Да он травмирован раз через раз. Или на карточках сидит. Мне представляется, что звездные имена Арсенала опорники были все-таки умеющие сыграть 5 и 8 вместе. Вот. И атаковать умеющие тоже, а не только мячи отбирать. И даже я не буду трогать сейчас Патрика Вьера, потому что игроков такого как бы умения и калибра вообще в мировом футболе не так много. Ну, вот, пожалуйста, вам Матье Фламини, как вот, да, играл во время выступления за Арсенал. Вот та самая фигура. Мне кажется, вот Эль-Нини ходит вперед, вон ли Джакали
лирическое отступление по боку, потому что Челси получает право на штрафной. Сят Калашиновц был неправ. И Давид Луис, но ему все равно откуда бить. Удар с любой дистанции в исполнении бразильца опасен. Знаем мы об этом прекрасно. И траектория своеобразная, и силой любому удару достает. Мяч в тень спрятал, чтобы холодненький был. А он даже бить не стал. Он сбросил туда на Педро Родригеса. А дальше чеха размяли, и Арсенал начинает свою новую атаку правым флангом. Эктор Беллерин. 70-я минута. Длинный вынос, который в случае удачи можно будет представить как пас. Волкот в борьбе. Но мяч ему не достается. Какой выход. Нет офсайд. По-моему, поднят флаг. Угу. Ну, Морату нам, Морату. А как? Один хочу. Или кто-то еще. С другой стороны, Челси сейчас, как мне кажется, согласен территорию отдать. И, возможно, изменения могут касаться средней линии или обороны. Кто-то там устал или играет на фоне травмы. Мы этого не знаем, а Конте знает. Поэтому, конечно, мы собираем символ сборной. И тех, кого хотелось бы нам посмотреть, нам вынь положь. Вот. А на самом деле все может быть не так просто. Джака. Жеро. Но Окслейд-Чемберлен уже наелся, конечно, так, чтобы еще ускоряться под передачу пяткой. Это... минут играть, но, наверное, побольше, потому что была остановка и во втором тайме тоже. Петр Чех, нацеленный пас на Эктора Беллерина. Тот почему-то его испугало, не пошел, хотя оказалось к мячу ближе, чем соперник. Иначе Монреаль. Эль-Нени. Точно, тут разрез для зрения. Не то, чтобы видеть ситуацию, был у арбитра лучше, чем у нас с вами. Сколько мы повторов не смотрели. Хотя вот на этом и нам продемонстрировали достаточно ясно. Ну вот и концерт по заявке. Допросился я у Антонио Конте. Хотя думаю, что его русский может быть даже еще хуже, чем мой итальянский. Передача на правый фланг. Эктор Беллерин. Волкот. Волкот. Окслейд-Чемберлен. Эль-Нени. Раньше открывали за спины, да. Теперь там стоят два громилы. И Уэлбек потянулся в штрафную, и Жиру там. И вроде бы надо подавать без всяких затей. Но играли по-другому, и временно перестроить, конечно, нужно. Алонсо. Джака. Нам как-то обвести было судью пасом. Да, Окслейд-Чемберлен будет. Что будет? Никого нет. Его бросили одного против троих. Конечно, им очень тяжело.
Беллерин. Ну и вот замена Челси. Чувствуете? Не только провожают здорово отыгравшего Миши Башуаи. Башуаи был хорош. Задача своей справился. Сейчас счет 1-0 и в контратакующих разысканиях Марата. Он бежит неплохо и абсолютно точно у него поднята голова все время. Даже какая-то царственность есть. И вот, не знаю, один ли я такой. Я все время сравниваю его по манере. Не буду брать размер таланта, там нужно для сборной. Даже какое-то внешнее сходство с Фернандо Мориентесом. Вот. Не поздним, конечно, уже, а тем, когда они с Раулем там делали большие дела. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим пока. Было нарушение, но это же Англия. Хорош подкат от Кекова. Не пустил никуда Тео Уолкотт. И вынесен мяч. Марк Алонсо далеко. Уолкотт. Хороший пас, прошел в штрафную, не дотянулся один, не дошел мяч до второго, выбрасывался на него Уэлбек, не достал, потому что слепую еще, да, а до Жиру мяч не дошел, а пас очень хороший был. Беллерин. Джака. Вы посмотрите, ударище какое, потащил сейчас Тибо Куртуа. Вроде как быстро все сделал. Так немножко даже отчаяние вот повидно. Когда швейцарец бьет, мы понимаем прекрасно, уходящий, тяжелый какой удар. Это было видно. Он не сразу набирал высоту мяч, как самолет. И еще один удар Арсенала. Не-не, сегодня по игре-то Арсенал сопернику не сильно уступает. Но вот Челси застал врасплох яркий и агрессивный в начальной стадии второй половины игры. Великолепен Тибо. Ну, это уж я не знаю, как партизански все это выглядит. Подготовка еще одной замены Челси. Попасть в угловой флажок, и тогда мяч останется в игре. Это я пытаюсь смеяться, шутить, потому что другого адресата, кроме углового флажка, у мяча тут не существовало. Аплодисменты со стороны болельщиков Челси уже звучат. Герой, конечно, последние минуты. Ну уж не даст гола Канте, конечно, в такой ситуации. Хотя боролись футболисты Арсенала за этот мяч отчаянно. Аспиликуэта. Фабрегас. Вильян. 78-я. Слева Маркос Алон, надо ему отдавать было. Он вырезает по-другому. Он вырезает на Альваро Марату, которому очень хотелось первым касанием отправить мяч, может быть, не в ворота, так в створ. Пас Вильяна был хорош, и Марата его просил, мы видим. А теперь посмотрите, если Марата сбрасывает мяч вот, чуть-чуть поодаль Педро. Ну, наверное, для первого выхода. Ну да, под аплодисменты. Мы парня узнали. Это одно из приобретений Челси, игрок немецкой сборной.
от которого очень много ждут. Вместо Алонса Антонио Рюдигер появляется вместо Алонсо Антонио Рюдигер появляется прошлый год и позапрошлый год тоже он провел в Риме. Я не думаю, что там его Штутгарт рассматривать бы начал Антонио Конте, где он выступал до той поры. А вот за Рому проявил себя очень хорошо, причем универсально. Хочешь тебе в центре, хочешь тебе на фланге. У меня, правда, сильное сомнение, что он будет настолько же прям флангово бесподобен, как Маркос Алонсо. Ну, кто его знает. Да никто его туда ставить не будет, на самом деле. Туда уйдет Сесар Аспиликуэта, да. А Рюдигер займет место в центре обороны. Это тоже совершенно понятно. Мохаммед Эль-Нени получает по ногам. Страдает весьма и весьма. Там по ахиллу пришелся этот удар. Желтый тоже достал арбитр. Ну, неумышленно, конечно, Педро это сделал. Ого! Замечательно бьют отчаянно. С нанесением травмы, с опасностью, с риском нанесения травмы. И красная карточка Педро Родригесу. Отнюдь не самому, не то что грубому, а даже жесткому в мире игроку. Инвалидом оставить мог, конечно. Поэтому формальный повод для того, чтобы сразу красную дать, у Медли был. Но я судью ругаю сегодня, да. Умышленно, неумышленно мог, конечно, ногу оторвать. Вот. Поскольку дело в Англии происходит, то здесь, вот мы говорим, вопросы для настоящих всех мужчин. И поэтому тут не неженки, тут дают вести борьбу. И если не совсем сразу там скорая помощь сирены, значит красную давать не надо. Ну, мог все. Опять я поддержу арбитра. Повод для этого у него был. Если не жив-здоров, то, наверное, мог бы и желтый обойтись. Но это, опять-таки, возможные варианты. Предъявить арбитру сейчас нечего. Формально это, конечно, очень грубая игра. Пусть не умышленно. Опасный удар, гол! Вот и режиссеры в Англии малость тоже спят. Поход, выход, и это сетка Лошинац. Вот это дебют, а! И нам скрипит зубами сейчас Леказет. Я так хорошо отыграл. Первым ударом же мог забить. А этот? Да не, ничего. Для команды хорошо. 1-1. Гранит Джака. Ну, в момент удара нет ни у кого на положение вне игры, а рук поднятых уже 3 пары игроков Челси. Не доиграли эпизод. Думаю, Конте обратит на это внимание. Нет, момент удара уже. Момент, когда поняли, что все, Калашинов ушел от них. Хорош, а? Хорош боснийц. На вот этого Арсен нам покажите, да. Нам обещают на случай пенальти, да, выполнение, так сказать, очередности теннисного тайбрейка с этого сезона через Суперкубок. Вот, но мне бы не хотелось ничего прогнозировать. Но второй тайм, конечно, более интересный, чем первый, как это обычно и бывает. Режиссеры будут настаивать на своем. Шарли Мусанда в составе Челси выходит под 17-м номером. Ну, занимает сразу позицию, предназначенную, положенную. А, кстати, заработал этот штрафной. Чуть ли не ценой нарушения вот этого получения травмы. Откуда это все пришло? А это вот с нарушения, после которого Педро поле покинул. Это Мохаммед Эль-Нени.
Да. Вынужденная замена Пера Мертезакера, и Калашинец, который вышел вместо него, забивает гол. Подозреваю, что наши бундес-спецы, которые не очень жалуют английскую премьер-лигу, сейчас уже как бы язвятся. Вот ничего бы не забили, если бы этот парень из Гельзенкирхена. Ну, как говорится, предоставим небо, как говорили классики, предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Вот, и еще раз крупный план мощного центрального защитника лондонского Арсенала. Быстроногий Мусонда, ему всего 20 лет. Этому футболисту, полузащитнику, легконогий, не очень высокий. Последний сезон он в молодежной команде Челси был, а до этого пытался себя обрести в испанском Битисе. Холдинг. Да теперь уж подавать надо. Чему нет? Еще минут 10 играть точно. После стандартов оба мяча. И это тоже Англия. Да, это современный футбол, где половина голов забивается после розыгрыша или исполнения стандартных положений. Но это и Англия тоже. Тут расслабляться нельзя. Любой новичок премьер-лиги очень много знает по части и исполнение стандартов. Но отошел назад опять Алекс Окслейд-Чемберлен. Мне хотелось бы километраж посмотреть, сколько сегодня человек набегал, а? Как пашет сегодня. На неродной для себя позиции левого, да еще и латерали в придачу. Мусонда. Фабрегас. Рюдигер. Мусонда. Холдинг. Уолкотт. Против него N'Голо Канте. Навстречу ему движется Беллери на пас. Как будто бы Беллерин в пути уже третьи сутки, да. И набрал максимальную скорость. Но спину Калашинца можно отдельно показывать. Она действительно накачанная, здоровая, так сказать. Да, этого человека сдержать. Не знаю, кто по нему играл. Там поначалу рядом с ним Рюдигер был. Его не держал никто в этой ситуации. Как хотел, так и пробежал. Но вот эти укрупненные повторы, они, конечно, порой тоже дают достаточно своеобразное и не всегда правдивое объяснение. Мы видели прекрасно. Передача была хороша. Там все как побежали. Я побежал. Вот. И... Что такое? За ударение нам предъявляет, да? Антонио Конте. Ну, опять же, уважаемые телезрители, я свое, как бы, мнение по этому поводу высказал. Дани Уэлбек. А посмотрите сегодня, что происходит. Каждый уходящий футболист срывает долю аплодисментов. И это очень приятно, конечно. Безусловно, тоже соскучились. Не без этого. Рейс Нелсон выходит. 17-летний. Если Мусонда 20 лет, то Нелсону 17 всего лишь. И за взрослый Арсенал, это первый, конечно, его выход. Нападающий. Не знаю, прям вот вместо Дани Уэлбека он скорее будет по флангу все-таки работать. Вряд ли прям два нападающих. Там где-то в оттяжечке, да, Оливье Жиро впереди, а вон он там трусит. В молодежной команде так по 5, 6, 7 мячей забивают. А вот Мусонда набирает скорость. Далековато мяч отпустил. Эктор Беллерин его забирает. Тут уже и красный, и желтый целый воз. В принципе, конечно, тут вот за любое из этих нарушений мог арбитр показывать желтую карточку, на мой взгляд. Но это деликатно.
Хороший перевод. Беллерин. И тут же его встречает сам 24-й номер Арсенала. Нарушает правила. Моментальный свисток. Очень быстрая реакция арбитра. «89-я минута». 1-1 в матче за Суперкубок Англии. Скидка прям туда уже, да, на включившегося, подключившегося. Ничего из этого не выходит. Колошинац. Налево передача. Окслейд-Чемберлен. Впечатление, я думаю, что оно не обманчивое, что Арсенал больше пытается выиграть, что называется, хочет выиграть в эти минуты, но не будем забывать, что Челси играет 10-ром сейчас. Педро удален с поля. Джака. Нелсон. Эльнини. Холдинг. Снова Эльнини. Окслейд-Чемберлен. Беллерин. Нагло рванулся в штрафную, и мяч у него остается, но это удар, конечно, такой условный от Тео Уолкотта. Просто попал по мячу, да, и не пропустила команда контратаку. Ничего опасного для Челси тут не было. 5 минут. Ну, меньше... Марата пока не заметен. Хотя здесь, опять же, боролся отчаянно, боролся как положено. Правила против него нарушили. И Сеск Фабрегас. А его умение выполнять стандарты мы знаем превосходно. Подача. Хороша подача. Удар. И тут ой-ой-ой, повезло. Вернее, не повезло Альваро Марате. Повезло Петеру Чехову. Идеальная испанская двойка. Вот момент подачи мы видим. Вот этот стоп-кадр очень здорово помогает. Видим, что в правильной позиции был игрок. Опасно атакует Арсенал. Бьет Тео Уолкотт. Попало. Прилетело, да, показывает вот сюда. Передача-то какая. Помните, когда-то на велодроме в 98 году Де Бур такую же Беркампу устроил. Но, правда, тот немножко покруче. А пусть мостиком будет игра и того, и другого за Арсенал. Правда, я противился Беркампа. Да, правда, тогда он сборной Аргентине помог вылететь. И вот спокойно, когда... Этот мяч Сесар Аспиликуэта. Хороши команды. Отличный матч сегодня получается. Не знаю, рукой забивать нельзя. Значит, похоже, что офсайда не было. Рюдигер там задержался. Ну, а то, что от ноги Аспиликуэта мяч попал к Тибо Куртуа, не повод для назначения свободного удара, потому что умышленной игры не было. Думается мне, что и тот, и другой тренер сегодня по большому счету к атакующим действиям своих подопечных претензий должны иметь немного. Но видно, что и те, и другие еще есть куда добавлять. Это безусловно. Да, если сейчас еще Марата забил бы в том эпизоде, вообще был бы матч новичков, вновь прибывших и так далее. Канте.
Аспиликуэта. Давид Луис. 1,5 минуты играть. Заброс штрафную. Марата! По-моему, катил. То ли углового добивался. То есть просто так от души ахнуть и попасть в дальний. В голову ему похоже не приходило. Пошел мяч от Сесара Аспиликуэты. Мощно в штрафную. Нельсон. Одного прошел, но Мозес вернулся. Мяч забрал без нарушения. Понадежнее. Через Куртуа. Последняя минута из добавленных 5. Нас с вами ожидает сильнейший удар на половину поля Арсенала. И там опять Альваро Мората борется. И Мусонда рядом с ним. Ошибка какая, а? От Беллерина. Ух. Фабрегас. Канте. Пока один Мората, там игроков Арсенала полным-полно. Спасовать туда, ну можно, конечно, но это уж совсем безнадега. А время-то идет, Шакекел не ударит ли? Мозес. И свисток арбитра. Я после первого тайма говорил, что, на мой взгляд, справедлива ничья в первой половине игры. Ровно так же скажу, что, на мой взгляд, справедлива и ничья по итогам 90 минут. Челси забил в тот момент, когда команда действительно имела превосходство. Арсенал забил в тот момент, когда действительно команда имела превосходство и в концовке, и проявила характер. В общем и целом, все это очень даже годится. Вот. И мне кажется, что английская премьер-лига нам с вами очень хороший такой уровень, планку показала. Вот, накануне немцы закатили просто концерт. Там тоже было много ошибок. Там тоже матчи Боруссии и Баварии было много упущенных возможностей, потерь, подарков сопернику. Да, но все равно это было зрелище. Это была игра, которая держала в напряжении все сколько там минут. Как и серия, к слову, пенальти, которое дело завершилось. Ну и здесь 90 минут победители не выявили. Вы можете себе представить, сколько футболисты потратили сил? И надо передохнуть. И у Мозеса не все там в порядке с ногой. Классическая в Англии, так сказать, беговая подготовка, загрузка по объему работы всегда предельная. Понимаете, сегодня Алекс Окслейд-Чемберлен, я его хвалил весь матч, да, а Беллерин, что меньше работы сделал, невзирая на все свои ошибки, он ошибался побольше, надарил сопернику, но все равно и вперед, и на все 98 даже игровых минут, первый плюс 3, второй плюс 5, его хватило. Не сдался. Челси берем. Виктор Мозес гол забил, так сказать, не успокоился до самого конца. Ну, Алонсо заменили в конце концов, да? Вот. Но и сейчас решение судьбоносное. Немножко меня напрягло то, что Челси как бы не шел, не искал возможности забить. Прямо вот. Ну, а это вот поздравляем. Да, все-таки бровь рассечена, как разбита. Ух ты. Но с улыбкой на лице. А травмы, шрамы мужчин украшают. Пермер Тазаки, здоровье и быстрее, чтобы все это дело заживало. Возвращайся. Не хватает и голов, и улыбок, и кому-то, может быть, и ошибок, я не знаю. Действительно очень харизматичный. Футболист. Ну и деловые переговоры последних минут от Антонио Конте.
Отличный в этом году вышел Community Shield. Кто бы в конце концов не победил. Будет это Челси, будет это Арсенал. Достойны команды друг друга. И я повторюсь, хотя, наверное, даже и смысла в этом особенного нет, вы и так понимаете. Первому туру английского чемпионата до этого матча удастся ли дотянуться, пока не факт. Пока не факт. Капитаны команд. Жеребьевку проводят. Гарри Кэхилл. Петр Чех. Сильно вообще-то, да? Тот случай, когда крупный план, мне всегда кажется, что в нынешних трансляциях явный перебор, и они просто погребают под собой все остальное, вот, становясь самоцелью, что ли, да, живя уже как джин, вышедший из бутылки своей собственной жизни. Вот. Ну, а в данном случае, мне кажется, это все очень и очень здорово и работает на красоту игра, потому что пауза. Потому что пауза, которая скоро закончится, и дальше каждая секунда уже будет наполнена совершенно другим напряжением. 90 минут, есть поперечные передачи, а сейчас ни одного пустого шага, ни одного пустого момента, да. И два великих. Да что стесняться, великих. Петр Чех-то, я думаю, уже не нуждается ни в каких-то договорах. Великий вратарь. А Тибо Куртуа, может быть, самый талантливый вратарь современности, но и великий тоже. Гарри Кэхилл. Порубавший сегодня и своих, и чужих, открывает ту самую серию. Но я еще раз скажу, обещана команда, которая по правилам теннисного тайбрейка. Я не вправе требовать, чтобы все смотрели и футбол, и теннис, и ручной мяч, и все остальное. Поэтому по ходу матча будем смотреть. Гол. Завалился чуть раньше Петр Чех, гадая влево от себя. Но и без того удар Кэхилла был очень неплох. Тео Уолкотт идет исполнять 11-метровый. Тибо Куртуа сегодня пару таких дальних вытащил ударищ. Но тут другой жанр. Тут другой жанр, и это примерно то же самое. Только с переменой цвета. Если Чех валился влево, то Тибо Куртуа начал искать мяч в правом углу. А если Гарри Кэхилл ударил в один угол, то совершенно другой отправляет мяч Тео Уолкотт. 1-1 в основное время. 1-1 по серии пенальти. И вот то, что я вам обещал. Считается, что команда, бьющая второй, испытывает меньшее психологическое давление. Вот, я не стану с этим спорить, хотя, как говорится, не знаю, на каких весах это мерить. Но теперь по ходу такой серии каждая команда побудет и первой, и второй. Второй удар Арсенала, Начо Монреаль забивает, и теперь два удара Челси. Вот так в теннисе тайбрейк проводит с подачами. Да. Ну, здесь нельзя говорить, что Начо Монреаль пробил какой-то угол, потому что опять пошел в угол Тибо Куртуа. Сам же бьет Тибо Куртуа. От души приложился, и мяч отправляет выше ворот. Арсенал впереди по два удара. Кстати, опять Чех прыгал в угол, опять немножко опережал события. Тут надо было просто попасть в ворота.
Неожиданное появление, правда, Тибо Куртуа? Но второй удар Челси. Сесар. Марата. И опять чех выручает. Хотел сказать, Сесар Аспиликуэта. Успел на Марата поменять я. И вот Марата, который мог принести команде победу. Помните, штрафной ССК Фабригаса. Не забивает. Петр Чех дотягивается до мяча. На сей раз он угадывает. А нет, даже не дотянулся. Просто мяч штангу немножко тронул. И ушел мимо ворот. Два подряд промаха Челси. Арсенал впереди. И у него остается еще лишний удар. Причем сейчас два подряд. Если Арсенал забивает два подряд, то дальше Челси уже бить, по-моему, и не понадобится. Окслед Чемберлен. Вот и иди, знай, первым лучше бить или вторым. Но к этому формату надо еще привыкнуть. 3 из 3 у Арсенала, 1 из 3 у Челси пока. Вот так. И сейчас очередь бить опять-таки лондонского Арсенала. Если забивают четвертый, то у Челси останется 2 удара, а разница будет минус 3. И уже не догнать. Надеюсь, тем, кто видит это первый раз, понравилась вот эта система. В ней оригинальничать не больше, мне кажется, нового формата, да, чтобы зрители привыкли, чтобы, так сказать, путались и спорили, и потом обсуждали, а кто получает перевес. Мне кажется, больше для этого. Ну, а Арсенал после удара Оливье Жиру, это 4-й забитый пенальти из 4, выигрывает Суперкубок Англии в серии после матчевых пенальти в поединке с Челси. Сделаем паузу. Камера погуляет по лицам разочарованным и счастливым. Негатив продается лучше, поэтому больше, конечно, мы увидим игроков Челси. Тем более тут красивая история, что вот сам ничего не отбил, а свой пенальти не забил. С этого и пошли неприятности. Но Тибо Куртуа команду навыручал. Там по ходу основного времени будь здоров. Вот, а это футболисты Арсенала. Вы знаете, очень важная, мне кажется, для клуба победа, трофей. Потому что, ну, и доводилось уже Челси обыгрывать именно в этом мероприятии. В тот момент, когда казалось, ну все уже, Арсенал не может бороться против Челси. Ничего, тогда, так сказать, и у Жозе выиграли разочек, да. Сегодня у Челси, похожего на Челси Жозе Мауриньо, все-таки, мне кажется, это не команда Мауриньо, это команда Конте, но, как говорится, взгляды на футбол мне представляются у них достаточно похожими. Вот. Ну и Марата не забил в основное время. Забьет еще свои мячи в этом первенстве, конечно. Должен сказать, что волю к победе Арсенал, конечно, сегодня проявил. Потому что после гола Челси, помните, тут же был еще один момент. И вообще минут 10 Арсенал казался, ну, в нокдауне. Ничего, собрались и заключительные минуты провели по лучше. Мне даже показалось, вот что, когда Челси не пошел, там последняя атака была, причем явно последняя, докатали мяч, может быть, как бы судьбина их и накажет неудачами в серии пенальти. Но сейчас задним умом крепким быть хорошо. Скажи об этом, как говорится. Не решился. Врать не буду, правда, так и было. И Арсен Венгер поздравляет всех своих. Ну, давайте погадаем. Лучший игрок матча. Ну, конечно, об истории это Калашинца надо выбирать. Но для меня все-таки Алекс Окслед-Чемберлен сегодня, мне кажется, наиболее продуктивно, активно, неукротимо этот матч провел. И вот так 90 тысяч почти зрителей на Уэмбли наблюдали за тем, как Челси и Арсенал сыграли в ничью в основное время. И по пенальти Арсенал победил, забив 4 из 4. Тогда так у Челси 1 всего лишь из 3. Ну, наверное, многие скажут, что промах там кого был последним. Да 2 промаха всего и было. Тибо Куртуа и Альваро Марата.
это суть спорта. Когда в матче может быть только один победитель, то проигравшие после игры выглядят примерно вот так. Ну, на завтра это должно пройти. Вот. И если все это саднит, помнится, мешает жить, чаще это мешает и в дальнейшем, да. Потому что профессионализм в том и заключается, что завтра уже новая игра. Ну, а тут мы видим, да, футболистов Арсенала и тех, кто выиграл сегодня, и тех, кто в команде. И видите, и Паулиста, и Санти Касорла, Алексис. Вот. И Пьер Мертезакер, конечно, тоже здесь. Мы тоже его видели. Ну и, безусловно, нужно. Вот Жан-Франко Дзола. Не знаю, его Челси чемпионом не становился. Но согласитесь, помните эту команду? Прелесть, что такое, а? Деннис Уайс, Густаво Пайет, Андре Фло. Ну и сегодняшний Челси тоже очень-очень хорош. И, безусловно, в сегодняшнем поединке мог выиграть, хотя мог и проиграть. Вот равный матч, и все решила серия пенальти. Поставленность игры, как мне кажется, так заканчивая, может быть, тему, вот что решит судьбу и этого английского чемпионата. То есть возможность набирать очки где-то на автомате, где-то, когда у тебя игра не идет, за счет того, что ты где-то не пропустишь, или наоборот, заученностью возьмешь и реализуешь момент, который подарит тебе противник. Мне кажется, очень будет серьезная борьба в этом году. И такого, чтобы Челси вот ушел, и журналисты все подогревали. Вот всего осталось там 8, вот осталось всего 5, там 4, да, и вдруг там Тоттенхэм их догонит. Но всерьез никто же в это не верил на самом деле, правда? Вот за участие в сегодняшнем матче. Эх, чемпионство, если угодно. Он Вилли Кабальера. Тоже в команде сейчас. Тоже получает награду свою. Хотя никакой радости, конечно же, на лицах игроков Челси нет. Ну, а Арсенал, прям сразу хочется сказать, научился играть кубковые поединки. Вряд ли это повод для глобализации, там, собственно, каких-то впечатлений от одной отдельно взятой игры. Но сегодня Арсенал кубковый матч провел очень приличный. Старался играть достаточно строго. То, что это получалось не всегда. Ну, так когда это у Арсенала получалось всегда. И не показал никаких признаков расстройства в тот момент, когда пропустил гол. Ну да, 9 минут 10 было, а потом удалось сравнять. Вот этому господину, вышедшему по ходу игры, как Калашиновц. Ну, теперь вся Англия знает. Завтра, так сказать, да, встречайте в газетах первым номером. Рейс Нельсон сегодня успел выйти поиграть в 17 лет. И Оливье Жиру, который матч начал на лавке, вряд ли ему это нравится, но забил победный последний пенальти. И Алексис Санчес, ну, которого молва сейчас готова, так сказать, просто приговорить к ссоре с Венгером, потому что ему не дают уйти туда, куда он вроде бы хочет, а куда он хочет. А он хочет вот вроде бы из Арсенала, но Арсенал в Англию его не отпускает. Так ли это, нет ли? Сейчас на поле он был, светился радостью через свои темные очки. Вот, и обнимал первого Алекса Айвода почему-то обнял, потом всех остальных. И Петр Чех даже снял свой шлем. И хорошей, доброй улыбкой, да, приветствует хорошую погоду в Лондоне и в жизни. Суперкубок Англии, Community Shield, разыгран сегодня. Ну и, безусловно, будут играть тем. И Калашинцы играть будут, и Марату играть будут, и Тибо Куртуа играть будут. То, чтобы вратарь пошел бить вторым, такое бывает не всегда. А то, что оригинально, то, безусловно, будут сейчас отыгрывать.
Я не знаю, многие ли болельщики Арсенала вот сейчас подумали о том, что как бы им было здорово после сезона нечто подобное вот увидеть. Команда давным-давно уже не выигрывала чемпионат, и многие считают, что Арсену Венгеру так это и не удастся. Я, признаться, тоже сильно в этом сомневаюсь. Вот. Но посмотрите, какая у него была приятная улыбка. И вот Вотсон, Джанфранко Дзола, главное сегодня из звезд, что называется, прошлого на этом мероприятии. Ну, прям итальянец, да, челентановского типа такой, Джанфранко Дзола. А вот все свои титулы, причем там и чуть ли не аристократические, получил уже в зрелом возрасте во время выступлений именно здесь, именно в Лондоне, именно в Челси. То есть больше выиграл и в известности, и во всем остальном. Ну вот так. Получает свои награды футболисты лондонского Арсенала. И вот он, последний, Пьер Мертезакер, как раз, да, все уже, не знаю, до конца ли пришедший в себя. Но вот во время матча видел ли он, какой минуте успел, когда его там зашили, потому что рассечение было сильнейшее. Один браться не должен, да, вместе с Лораном Косельным пара центральных защитников. Ну что, Арсенал Лондон в этом году выигрывает Community Shield, выигрывает Суперкубок Англии. Все на этом. Спасибо, что были с нами, уважаемые телезрители. Еще раз через неделю после этого, то есть следующие выходные, стартует уже английская премьер-лига. А на сегодня я, Юрий Розанов, благодарю вас за внимание и прощаюсь. До скорых, Бог даст, новых встреч. Всего лучшего.